Всем привет! Сегодня с нами в эфире Хабиб Алибек. Здравствуйте, Алибек. Ага, здравствуйте. Хотел бы в первую очередь спросить у вас, какие отрасли промышленности наиболее зависят от химической инженерии на сей день? Ну, в первую очередь я хотел бы сказать, что химическая инженерия является очень важной отраслью не только в Казахстане, но и во всем мире. На самом деле от химической инженерии зависят все отрасли промышленности, связанные с производством разного оборудования, с производством разных бытовых продуктов, с производством разных химических продуктов. Ну и также химическая инженерия оказывает влияние на все другие промышленности, на легкую промышленность, на тяжелую промышленность, на сельское хозяйство. Ну и практически имеет отношение к всем видам, все, что связано с техникой и технологией. Как химические инженеры участвуют в процессе перехода на зеленую энергетику? На самом деле переход на зеленую энергетику достаточно сложный процесс. Дело в том, что не все процессы можно перевести на, так скажем, зеленую химию или зеленую энергетику. Зеленая энергетика в первую очередь связана с топливом, с возможностями, которые позволяют нам создавать энергоносители, создавать специальные вещества, которые будут меньше при сгорании или в процессе производства выделять вредные вещества. И следующий вопрос – это почему, по вашему мнению, все меньше молодых специалистов выбирают профессию, связанную с химией? Ну, на самом деле, рынок специальностей или предложение, которое сейчас существует, очень большое. В Казахстане, в частности, увеличилось большое количество образовательных программ. Есть специальные конкурсы, есть специальные условия, по которым принимают абитуриентов. Я так скажу то, что первая проблема, почему выбор профессии химика уменьшился, это в частности связано с тем, что есть ЕНТ, есть предметы, которые обязаны, получается, химики сдавать для того, чтобы учиться на химика. И другой немаловажный момент – преподавание в школе, качество преподавания, практика. И дополнительно я бы сказал то, что не все люди в современных условиях могут понять цели и задачи данной специальности. Как же можно повысить интерес студентов химии и химической инженерии в общем? Это сложный и комплексный вопрос, на самом деле, связанный с интересом к химии, химической инженерии. Во-первых, это профориентационная работа. Нужно усилить качество преподавания химии как в школе, так и в университете. Нужно побольше практики, связанной со специальностью, с моделированием, с тем, что можно производить разные химические вещества. Ну, также я бы сказал, у нас, если про нашу страну сказать, что у нас еще не так много заводов, заинтересованные в том, чтобы принимать качественных специалистов в области химии и химической инженерии. Влияет ли общественное мнение о опасности химии на выбор профессии? Ну, очень сложно сказать про общественное мнение на выбор химии. Точно так же можно сказать на выбор электроэнергетики или какой-то другой специальности. По моему мнению, общественное мнение не так сильно влияет на выбор данной профессии. Какие меры могли бы мотивировать школьников, а также молодых студентов изучать химию более глубоко? Существует большая нехватка кадров в области химии для того, чтобы ввести и более глубоко изучать данную специальность. Нехватка материалов, я так считаю, и доступ к этим материалам, потому что не в каждой школе имеется большая база или библиотека, связанная с химией. Понять данные книги может не каждый, то есть химия, она начинается, скажем, с 7-8 класса или с 9 класса, а специалистов в этой сфере мало. То есть в первую очередь нужно понять базовые компоненты
для изучения данной специальности, а дальше нужно понять, что молодые люди могут дальше делать и как развиваться в этой отрасли. Что важнее для подготовки специалиста-химика? Теоретическая база или практика на производстве? Ну, по моему мнению, для подготовки специалиста-химика важно и то, и другое. То есть теория и практика, как у Ломоносова. А если есть хорошая теоретическая база и нет практики, такой специалист на производстве или где-то в другом месте не особо нужен. Если есть практика на производстве, но нет теоретической базы, рост данного специалиста будет ограничен. Почему компании все чаще жалуются на нехватку специалистов в области химии? Могли бы вы привести пример из нашего времени? Ну, на самом деле не так уж много существует заводов и фабрик, которые сейчас прям массово понимают специалистов в области химии. Во многих заводах специалисты в химии нужны только для лаборатории. У нас существует ограниченное количество специализированных лабораторий, которые ведут исследования, проводят какие-то новые высокотехнологичные разработки, то есть исследуют и внедряют. Поэтому я такое так особо не слышал, то, что жалуются на нехватку специалистов, но там, где есть высокотехнологичные отрасли или заводы, естественно, хороших специалистов в области химии найти очень сложно. В каких странах профессия химика сегодня по-прежнему престижна и востребована? И почему вы думаете, что в Казахстане нужно развивать ее намного сильнее? Очень сложный вопрос, связанный с престижностью и востребованностью. На самом деле все заключается в том, что в каждой стране есть определенные ключевые сегменты развития промышленности. В развитых странах профессия химика востребована. Почему я так могу сказать? Потому что существует огромное количество университетов. В этих огромных количествах университетов существует большое количество институтов. И каждый институт химии, в частности, если взять, например, университет в городе Ахене в Германии или в каких-то других странах, то есть на каждый институт, например, институт физической химии, аналитической химии, органической химии, технической химии, выделяет целое здание, целые лаборатории, посвященные этому. К сожалению, в нашей стране престижность данной специальности не очень высокая. Связано это с тем, что не так много у нас предприятий существует, производящих продукты, связанные с химической инженерией. Связано это с тем, что доля этих предприятий небольшая, им требуется не так уж много специалистов в области химии, а также и с зарплатой. Зарплату специалистам в области химии, если они не занимают топ-менеджерские позиции, к сожалению, платят не так уж и большую. Может ли внедрение современных технологий, например, искусственный интеллект или робототехника, снизить потребность в живых химиках? Вопрос достаточно интересно поставлен. Искусственный интеллект и робототехника, по моему мнению, никогда не заменят человека. Если искусственный интеллект работает внутри своей системы и работает именно обрабатывая определенные законы, смотря на мир с позиции своих программ, робототехника позволяет автоматизировать определенную часть производства, но не позволяет создавать новые процессы, не позволяет адаптировать, оптимизировать эти процессы. Поэтому потребность в живых химиках, как и в живых программистах, как и в живых инженерах будет всегда востребована. А ценность конкурса, который проводится, является то, что мотивировать людей мыслить проектно. Что такое мыслить проектно? Это получить различные навыки для того, чтобы уметь реализовать свои идеи в проектах, уметь правильно создавать эти идеи, правильно обрабатывать информацию, правильно презентовать свои идеи, и правильно изучать ту область, в которой вы хотите представить ваш проект.
Дорогие участники конкурса, очень рад, что в данное время я смог сейчас ответить на разное количество вопросов. Возможно, с вашей специальности, возможность популяризации специальности химика. Я считаю то, что проекты, связанные с химией, очень важны вам для вашего карьерного роста, для того, чтобы повысить свою квалификацию. Ну и в частности для того, чтобы больше людей могло, даже если не поступает на данную специальность, могло увеличить знания в этой области. И у нас во многих отраслях нужны смежные специалисты, специалисты, которые работают в междисциплинарных областях. Поэтому знать химию, я не считаю, что это вредно, это очень полезно. Спасибо вам большое, Алибек, за сегодняшнее ваше интервью. Хотели бы пожелать вам удачи и до встречи на 3-м туре. До свидания. До свидания, спасибо большое.